Час підсумки дня продовжується в ефірі П'ятого каналу, і далі в форматі інтерв'ю у нас розмова із особливим гостем, особливим в контексті того, що цими днями минає рік, як Україна дізналась, відчула, що таке анексія від сусідньої держави. Мустафа Джемілєв, лідер кримсько-татарського визвольного руху, народний депутат України і також уповноважений президента у справах кримських татар. Пане Мустафа, вітаю вас. Ну і, власне, зі спогадів хотілося б почати нашу розмову. Оцими днями виповнюється рівно рік, як відбулися перші збурення на Кримському півострові. Тоді в Києві ще оплакували Небесну Сотню, а в Сімферополі біля будівлі парламенту відбувся масштабний мітинг. Мітинг, на якому було величезний градус напруження, тому що там було багато проросійськи налаштованих людей, і очі в очі з ними були кримські татари і проукраїнські активісти. І в якийсь момент той і так умовний стрій міліціонерів, який розділяв ці два мітинги, він просто зник. І тоді от просто відчувалося навіть крізь об'єктиви, що зараз може відбутися щось страшне. До побоїща тоді не дійшло. Що допомогло уникнути? Ну, во-первых, там уже было превосходство крымских татар, этих сепаратистов просто оттеснили. Если бы их было большинство, то, наверное, произошло бы побоище. Но, тем не менее, сейчас там фигурирует, что 2 человека все-таки погибли. Это одна женщина, которые сами же вот эти, затоптали эти сепаратисты, и еще какой-то бомж вроде замерз, но его тоже причисляют к тем событиям, которые были 26 февраля. На этом, собственно говоря, закончилось. Задача их была заставить депутатов принять обращение к Путину о присоединении Крыма к России. Узнав об этом, сразу спонтанно начали собираться крымские татары. Их, этих сепаратистов, свезенных со всех концов Крыма, в том числе значительная часть Севастополя, было где-то около 3-4 тысяч. Но крымских татар тогда сразу собралось где-то около 10-12 тысяч. Поэтому их легко оттеснили. Но уже на следующий день пошли другие события. Так называемые «зеленые человеческие», эти отряды спецподразделений российской армии, без опознавательных знаков, в общей сложности 110 человек, 70 захватили Верховную Раду автономии, остальные 40 Совет Министров, вооруженные. И тогда... Конечно, можно было, если бы была воля государства, там недалеко было расположена Альфа, которая могла бы окружить и нейтрализовать их, но команды не было. И нас тоже просили, чтобы мы не выходили даже на митинги, потому что была угроза кровопролития. А вот эта Альфа потом устами одного своего майора говорил, что они, во-первых, не получали команды, а во-вторых, в основном-то и готовили против крымских татар, потому что главной такой сепаратистской силой они, в соответствии с той концепцией януковской, это были крымские татары. Вот такая. А уже потом, после этого, там уже на дорогах появились бронетранспортеры, танки, в воздухе вертолеты, самолеты. Так, началась оккупация. У нас був рік для того, щоб проаналізувати всі ці події, зрозуміти їхні витоки і зрозуміти можливі сценарії. І от рік по тому, як ви думаєте, анексія Криму, вона була не здоланна з самого початку, тому що задумувалася задовго до цих подій? Чи все ж таки був момент, коли це можна було якимось чином локалізувати? Нет, такого рода операции, конечно, спонтанно не делается. Я уверен, что это готовилось годами, просто они ждали удобного момента. А удобный момент был, когда Украина была до предела расслаблена, и благодаря усилиям Януковича обороноспособность Украины была сведена к нулю. Мы же, когда после всех этих событий выступал министр обороны, рассказывал, в каком состоянии наша обороноспособность. Вот на всю страну, 45-50 миллионную Украину, было у нас всего около 40 тысяч вооруженных сил, и из них, так называемых боеспособных, было всего около 6 тысяч человек. А даже танки, самолеты были многие без двигателя, все было разворовано. То есть все готовилось уже к этому. А только в Севастополе, в военно-морском Черноморском флоте, военный персонал где-то около 20 тысяч.
Поэтому говорить о возможности военного сопротивления было почти сведено к нулю. Но, тем не менее, когда в твою страну вторгается враг, ты его не считаешь уже. Твой долг выполнять по защите своей страны. Но команды не было. И сейчас часто задают вопрос, почему крымские татары не оказали вооруженного сопротивления. Ну, во-первых, крымско-татарское национальное движение всегда, несколько десятилетий, придерживалось принципа не насилия, не пролития крови. И о каком вооруженном сопротивлении, когда никогда у них в руках оружия не было. Хотя, конечно, можно было потом что-то доставать, но дать команду, призвать соотечественников к вооруженному сопротивлению было все равно равнозначно призыву пойти умереть. Потому что в первую очередь начали, конечно, уничтожать крымских татар. И кроме того, мы располагали информацией, что на это очень рассчитывали оккупанты тоже. Была точная информация, что они собираются найти несколько трупов русских солдат в поселениях крымских татар, чтобы потом радикально решить так называемый крымско-татарский вопрос. Ну, удалось. О том, что это уже планировалось, мне стало известно где-то, точнее я скажу вам, 13 февраля. То есть еще до бегства Януковича. Но то, что он бежит, это уже было точно понятно, в том числе и Путину. Тогда уже было предложение встретиться мне с Путиным. Я так, как говорится, прикинулся шлангом, говорю, а о чем он со мной будет разговаривать, у нас руководство страны есть, и вообще, чего он хочет от нашего Крыма, уточните эти вопросы, а потом будем решать. А хто виходив на контакт? Это представители России в Севастополе. Мы тогда только договорились, что пошлем делегацию бизнесменов в Татарстан для укрепления экономических отношений, и к которому могу присоединиться я тоже. Ну, а потом уже, когда произошла оккупация, пришел звонок от Ментимира Шаймиева, экс-президента Татарстана, хотел встретиться. Я на это согласился, но потом на следующий день уже он сказал, что встреча переносится из Казани в Москву, поскольку после этого хотел бы встретиться Путин тоже. Я сказал, я с ним не готов встречаться, это дело у нас нашего руководства. Одним словом, я посоветуюсь с своим руководством, только потом решу. Посоветовался с Яценюком, тот говорит, ну, понятно, о чем он будет с вами разговаривать, я не вижу в этом смысла, но решайте сами. И я так полетел. Но уже в прессе была шумиха, что я еду встречаться с Путиным, звонит жена, я уже в самолете сижу, так говорит, немедленно сойди с этого самолета, ты что будешь встречаться с человеком, который оккупировал свою страну? Я говорю, подожди, пока еще не решил, я еду с Шаймиевым встречаться. Вот такая. То есть уже 13 февраля, то есть тогда еще Янукович был, а Путин был в Сочи, и тогда он мне предлагал встречу с Путиным в Сочи, что я должен был поехать. Таким образом, уже тогда было ясно. Но, конечно же, она планировалась еще задолго 13 сентября. Хотя и руководство России в лице Путина и все его пропагандистские органы на любые намеки о том, что вот Россия вроде бы имеет виды на Крым, сам Путин говорил, да что это абсурд, это как это так, мы уважаем границы. Но после грузинско-российской войны 2008 года, когда по поводу Крыма у Путина спросили, что нет ли таких намерений, он как-то сказал, что да нет, такого нет, потому что там права русских не нарушаются. А то, что нарушается, придумать или там заявить, это же для России ничего не означает. И тогда, когда после этого я, в том числе в газете «День» и в прессе говорил о том, что Россия, Украина должна принимать срочные меры для укрепления своей обороноспособности, потому что на следующей очереди может быть Крым, тогда наша отечественная спецслужба СБУ в своем докладе, крымское отделение СБУ своему начальству писало, что вот Меджлис, я – это провокаторы, которые хотят испортить братские отношения с братской Россией. Ну, очевидно, до тих спецслужб того гатунку звертатися з такими попередженнями сенсу, напевно, не було. Ну да, там они ведь почти на 90 с лишним процентов сдались оккупантам.
И вот что интересно, недавно вот арестованный Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса, когда одному ФСБшнику, бывшему работнику СБ, а он сейчас в ФСБ, спрашивает, каково это вот самочувствие, когда служил одной стране, а теперь служишь той стране, которая напала на эту страну. Тот, не моргнув глазом, говорит, а мы всегда работали на одну страну. То есть инфильтрация такая была, что почти что там украинских не было, особенно в Крыму. И сколько было наших заявлений о том, что надо провести дезинфекцию в властных структурах Крыма, мы не были услышаны. И вот за все эти годы, начиная с момента провозглашения независимости до вот этого переворота, в службе безопасности ни одного крымского татарина не было. Вот результат. Я хочу запитати у вас про Меджліс. От зараз ми бачимо, що лідер Рефат Чубаров тут в Україні, він не має можливості потрапити на півострів. Ви, очевидно, не маєте такої можливості. Меджліс там не може проводитись з очевидних, зрозумілих причин. Є варіант провести збори Меджлісу або на території України, або на території інших країн, наприклад, Туреччини. Але тоді делегати з Криму мають ризик не повернутися, їх просто не пустять, так само, як це сталося з вами. В який спосіб буде далі функціонувати Меджліс і чи достатньо можливостей у Рефата Чубарова, у вас, для того, щоб ефективно впроваджувати це функціонування, так дистанційно? Во-первых, конечно, главная такая опасность, и они об этом говорят, главная угроза для оккупантов – это система национального самоуправления крымских татар. Это не только Меджлис. Меджлис – это 33 человека, которые избираются национальным съездом, Курултаем. А Курултай – 248 человек, они избираются на 5 лет. Кроме того, есть система местных региональных меджлисов. В общей сложности около 220 меджлисов по всей территории Крыма, с численностью в общей сложности где-то 2300 человек. Но главное, конечно, для них опасность – это Меджлис. Сейчас они все силы бросили на то, чтобы громить Меджлис. Правильно сказали, что не допускается на территорию Крыма Рефат Чубаров, его советник по диаспоре тоже не допускается, его заместитель Ахтем Чийгоз арестован. Против еще 3 членов Меджлиса возбудили уголовные дела. Они приехали сюда на консультацию с своим председателем. Уже мы получили информацию, что против них возбуждены дела. Приедут, то есть их арестуют. Против остающихся на свободе идет такой прессинг, такое давление. Кого-то пытаются купить должностями хлебными, прибыльными, кому-то угрожают. Задача сейчас у них заключается так, собрать Меджлис, но там, чтобы было послушное большинство, и избрать исполняющего обязанности председателя Меджлиса, того коллаборациониста, который перешел на них на должность зампредседателя Ремзи Ильясова. Из 33 человек на сегодня они располагают, как нам известно, кроме вот тех 3, которые там получили хлебные должности и работают на них, еще где-то, может быть, 3-4 человека. Используют очень такие гнусные методы. Например, на днях Гаяни Юксель, тоже член Меджлиса, вот эти 3 собравшиеся, вот этих коллаборационистов, говорят, вот если ты проголосуешь на этом заседании Меджлиса в пользу Ильясова, то разрешим ехать вашему мужу в Крым, Исмету Юкселю, и возвратим тот бизнес, который разворовали вот эти гоблиновцы, то есть банда Аксенова. Конечно, они ничего не решат, ничего не разрешат, это просто шапки, которые озвучивают пожелания своих хозяев. Такие методы. От Гаяна они пока получили словесный плевок, но против муфтия Крыма тоже такой шантаж, он тоже член Меджлиса. Ему угрожает, что если он не будет послушным, то все мечети будут переданы созданному оккупантами марионеточному, так называемому таврическому духовному управлению. И вроде бы у них уже какой-то успех есть, потому что человек видит, что тогда все мечети будут переданы оккупантами, и он как-то так лавирует между ними.
Одним словом, из вот этих 33 человек, если они даже соберут заседание Меджлиса, кворума не будет, кроме 70 человек не соберутся, и, соответственно, принимать решения тоже не могут. Но они одновременно работают и с делегатами Курултая с тем, чтобы собрать Курултай в Крыму и принять уже такие кардинальные решения по составу Меджлиса. Полагаю, что и это не получится, потому что мы уже заявили, что Курултай в оккупированной территории быть не может. Даже если они будут собирать, кворума там не будет, подавляющее большинство, конечно, не пойдет. Но мы же знаем повадки этих оккупантов. Соберут 10-15 человек, а потом русских туда соберут і скажуть, тут состоявся Курултай, і ми прийняли таке рішення. Ну от, власне, я хотіла в цьому контексті і запитати, знаючи логіку поведінки, ну і знаючи взагалі світогляд, так би мовити, от, кремлівський і російський, навіщо їм оці маніпуляції з Меджлісом, якщо вони можуть просто наставити дуло, як вони звикли? Ну, вот это же очень примитивный метод. Такие методы были и при советской власти, скажем, гонения, аресты активистов национального движения. Думали, что так могут парализовать и уничтожить движение. А получилось так, что движение вернуло свой народ на свою родину, а советской власти нет. Я думаю, то же самое произойдет и теперь. Є така версія, такі спостереження, що зараз іде повільний, от з точки щодо кримських татар і щодо проукраїнських активістів, дуже навіть динамічний шлях витіснення з Кримського півострова, але це стосується не тільки українців і кримських татар, але і про російськи налаштованих людей, що їх намагаються якимось чином витісняти з півострова з метою того, щоб створити там стратегічний воєнний об'єкт, базу, яка була б постійною загрозою для України, навіть якщо вдасться якимось чином врегулювати донбаську кризу. Наскільки такий сценарій вирогідний? То, что там уже действительно базы, и они открыто говорят, что это там неприступные, там, сказать, крепости, они это делают. Сейчас как минимум там около 40 тысяч военных. На границе там такая концентрация. В Джанкое только около 60 военных самолетов. Все это настроены лететь в нашу сторону. Получили информацию, что вот там Кызылташ есть такое, недалеко от Ялты, где в советское время было ядерное хранилище, но потом при независимой Украине там она была совершенно другие функции, теперь ее снова восстанавливают. Там день и ночь завозят цемент, там, в общем, оборудуют под снова ядерное оружие. И мы, там, мне сообщали, уже доставляют ракеты, которые способны нести ядерное оружие. Поэтому там идет милитаризация полная. Бизнеса как такового нет. Где-то около 4 тысяч бизнесменов они разорили, потому что они недостаточно, скажем, пророссийские. Туризма тоже практически нет. Кто же туда ездит, когда самолеты не летают, поезда не ходят. Из России приезжают туристы только как в советское время по путевке и по принуждению, как говорится. По разнарядке. По разнарядке, да. Поэтому перспектива, и даже это русские уже начинают понимать, что перспективы в Крыму в России нет. Потому что она это будет загнивающий такой вот, военный плацдарм, не больше. Сейчас, кстати говоря, вы в Крыму не очень-то увидите российских флагов. Потому что... Протворозинье? Да, уже они там злые, они говорят, нас обманули, мы не то ожидали, даже те, которые там бегали с этими флагами. Но проблема в том, что теперь от мнения, от желания жителей Крыма ничего не зависит. Там даже разговоры о том, что вот надо бы снова вернуться, это подпадает в соответствующую статтю Уголовного кодексу Росії за призыв к сепаратизму. Власне, і 16 березня нічого не залежало, тому що просто поставили перед фактом, та й все. Да. Я у вас хочу запитати про Надію Савченко, 74-й день. Вона голодує, і ви до неї звернулися із закликом припинити голодування. І саме з тих причин, з тієї аргументації, що Росія – це не та країна, яка живе якимись гуманними принципами, і таким тиском, який обрала Надія, це для Росії ніщо. Від вас це особливо важливо чути і розуміти, тому що ви самі маєте досвід саме такого способу боротьби із системою. А саме, я для себе це відкрила, і, напевно, зараз багато хто з глядачів відкриє. 303 дні голодування.
у вашому житті були у зв'язку із справою щодо антиросійської пропаганди. Розкажіть, будь ласка, про цей досвід і чи, на вашу думку, Надія Савченко, бо зараз стоїть питання навіть не про її волю, а про її життя, саме від вас може почути цей заклик? В истории моего пребывания где-то 15 лет в местах лишения свободы у меня было много голодовок. Там по разным методам. В тюрьме голодуешь, потому что холодно там или беспредел. Но такие политические голодовки у меня трижды были. Они первые, это я в 70-м году 30-дневную голодовку объявлял в знак протеста против произвола, против нарушения прав человека и все такое. А вот эта вторая голодовка, 303 дня, это в Омске, когда у меня заканчивался срок, они добавили еще, возбудили еще новое дело по обвинению, что я будто бы в лагере вел пропаганду против советской власти. Провокационное такое. И задачей этой голодовки было именно обратить внимание общественности на произвол, который творится в Советском Союзе. Но не вовсе, там, скажем, с надеждой на их гуманность, там, такого там ни при советской власти, ни в России этого нет. И в этом плане я, конечно, добился определенных успехов, потому что многие западные передачи, «Голос Америки», BBC, «Голос Радио Канады», многие начинали свои передачи тогда на русском языке. Вот сегодня там 30-й, вот 50-й, вот 60-й день голодовки Мустафы Джемилева, и заодно рассказывали, кто такой Джемилев, чего он, собственно, добивается, кто такие крымские татары. Вообще-то вот голодовка, она бывает разная. То, что вы 303 дня сказали, это верно, но, знаете, вот недавно, несколько месяцев назад, на каком-то сайте был рейтинг голодовок во всем мире, начиная от Иисуса Христа, потому что он тоже там пост держал. Так вот, моя голодовка оказалась на первом месте по числу дней. Но ведь, знаете, разные голодовки. Скажем, например, ирландские террористы, которые объявляли голодовку, кто на 46-й день, кто на 70-й день умирал, потому что там нет практики принудительного кормления. В Советском Союзе там где-то на 8-9 сутки врачи приходят, когда у тебя изо рта начинает трупный запах, ты теряешь сознание, чтобы не дать тебе умереть, они вводят принудительное кормление. Роторасширителем раскрывают рот и шлангом потом вливают жидкость. Считается, что вливают 2600 калорий, на самом деле чуть меньше, потому что там тоже воруют. И так держится жизнь. Но с Надией Савченко, насколько я понял, там несколько другая система. Они там колят только глюкозу, и это еще хуже, это опаснее, потому что когда вливают вот эту питательную жидкость, по крайней мере, организм как-то работает, но когда там совершенно не работает и только вот поддерживает жизненность таким путем, внутри действительно быстрее происходят необратимые процессы. У меня тоже происходили необратимые процессы, когда мне эти тюремные врачи говорили, что вот у вас уже началось, поэтому вам надо снять голодовку. Это меня только укрепляло в моей решимости идти до конца, потому что недочеловеком, получеловеком жить тоже не хотелось. Ну, тогда уже до конца буду стоять. И я прекратил голодовку уже после суда, после того, как мне объявили приговор. И хотя тоже не собирался прекращать, но последним аргументом было то, что брат во время свидания мне прямо в окно, там через стекло, письмо от Андрея Сахарова. Кстати, он в своих воспоминаниях тоже пишет, что я направил письмо, не знаю, то ли это, но вот после этого он прекратил голодовку. А там были слова, насколько я помню: «Сынок, я сделал все, что в моих силах, теперь я прошу тебя, сними голодовку, потому что твоя смерть только на пользу нашим врагам». Надія Савченко, за таким же, за аналогією, може вас почути? Вот я уже говорил о том, что она держит голодовку не в той стране, где там, скажем, какие-то гуманные принципы. Вы недавно, наверное, видели, что, кстати, Яценюк это демонстрировал, игрушки и книжки детские, которые взрываются, то есть разбрасывают их, чтобы наши детишки, взяв эти игрушки, взорвались или остались калеками.
Сейчас практикуются даже заградительные отряды, как во время Второй мировой войны, чтобы вот эти бандиты обратно не побежали, их отстреливать, если они будут. Поэтому говорить о том, что вот они там будут, пожалеют там жизнь этой девушки, нашей Надии, и там примут решение правильно, это не будет. Надия, она сделала большое дело. То, что она обратила внимание на тот произвол, на то беззаконие, которое творится в этой стране, и ей бы я бы порекомендовал сейчас прекратить голодовку. А спасати її будемо другими методами. Дай Бог, щоб вона вас почула. Я дякую надзвичайно вам за цю відверту розмову. Мустафа Джемілєв, лідер кримсько-татарського народу, був сьогодні гостем програми «Час. Підсумки дня».